1840 году по новому положению, несмотря на возраст избирательного контингента населения города Омска, складывается несколько культурных центров в самом городе. Складывается военное собрание, где офицеры и дворяне военного ведомства могли принимать участие в самодеятельных спектаклях, работе библиотеки, в лекционной деятельности, в лотереях, аллегории, различных карнавалах и балах. Но туда, скажем, не вхожи были чиновничьи сословия. Поэтому чиновники для себя открывают еще один центр культуры в городе Омске. Это общественное собрание. В общественное собрание уже входят и чиновники, и торговая, промышленная, так скажем, интеллигенция города Омска. Но в стороне оказались сибирские казаки. И они при своем хозяйственном управлении сибирского казачьего войска тоже создают, открывают центр культуры. И самое удивительное, что все эти центры, помимо того, что ведут, так скажем, развлекательную, рекреационную деятельность, одновременно занимаются благоустройством города, устанавливают фонари, делают брусчатку, озеленяют площади и скверы. То есть для понимания города не всегда чисто руководство самоуправлением города было впереди в определении образа нашего